становится, будем ходить. Так, вспоминаем тибетский язык. Меня зовут Дмитроев. Изучаем с вами грамматический текст. Первая буква это К. Все остальное вспоминается. Я еще знаю. Еще. Маленькую, большую. Ну вот видите, мы Да, сейчас хорошо, практически вспомним, как читать. Как она прошла, мандала? Супер. А я же видео сделала, и я же выложила это видео. О, отлично, отлично. Ну а мы с вами переходим к следующей строке. Да, мы с вами прошли, помните, мы с ней расправились. Да. Закончили правильным наклонением. И теперь мы пишем следующую строчку. Так, переписывайте, сейчас мы по-быстрому разберем. Так, у нас окошко открыто? Надо открыть, сейчас задохнемся здесь. Сережа, что ты не пишешь? Я их узнаю. То есть ты однозначно можешь сказать, что все-таки это тибетский, а не какой-то другой язык? Ну, собственно, это то, к чему мы стремились. Свободное узнавание. Мне это признал, да. Я смотрю, некоторые сидят, пишут и улыбаются сами себе. Я понимаю, последнее занятие перед каникулами. Сережа, у нас же подключен, у нас же Wi-Fi есть. Отлично. В принципе, это положительная черта, которая отличает наши занятия от любых других занятий. Никто не успевает выйти в контакте, несмотря на наличие Wi-Fi. Тут, наверное, успевает, думаете? Есть подозрение. Есть подозрение? Как это сказать, надо точно выйти в контакт. Определите, знаете или нет. Ну, кажется, бывает у нас тут. Да, я именно еще Они вчера признали был сами. на интерактивную. Так, ну что, написали? Не-не-не. Хорошо, можно всем выйти в контакты тогда.
Главное, за каникулы организуй его учиться слагать заново. Окей, хорошо. Ну это желательно сделать, повторить материал. Ну, да. У вас будет очень много времени. Почитайте Васильева, это все очень хорошо, все это очень Я полезно. там в интернете же все вроде глубже, правильно? Да, конечно, они все есть уже. Я на каникулы заберу тогда камеру, штативы. Потом с тобой встретимся. Карта. Надо поменять карту. Твою карту, да, поменять. Да, хорошо. Я там скину, что там, не скину. О, кто еще пошел, надо открыть. Я не могу выйти в Фейсбуке в сообщение. Безобразие какое-то. Ну что же, написали или все еще нет? Только 2 раза уже написали. Ну что, написали все, я перехожу, потому что мы еще как никогда не закончим. Что у нас написано? Это что это такое? То есть, что это такое у нас? Это так называемый держатель. Сейчас мне надо позвонить. Как сильно вовремя, боже мой. А книжки это на какой странице? Сейчас скажу. Вот это 5-я страница, самый низ, 5-я страница. Это объяснение, это какое-то пятое объяснение, да? Да, по тексту. Объяснение. Посмотрите по тексту, по тексту. Вот частица да. Вот 58, 60. Или вам то, что передать нужно? Чтобы пример. Либо люди должны быть еще готовы еще после занятия остаться на... Вообще логично, это нужно как бы не вечером делать, а днем. Да, ну что же, Вечером сейчас тоже ну, как бы настроить такой вечерний. Другая лирика.
Тэджи Тунжа. Смотри, Тэджи Тунжа, помню какой. Тэджи. А где Тунжа? Тэджа. Т это просто, это, то, ну как бы, то. Нет, вот это число как бы. Ну и что у нас написано здесь? Что у нас написано? Мин это что это у нас? Слово или имя Тума, что это такое? Без верха. Нет, Тума это первый. Минги, Тумет, два родительных падежа. Что они значат у нас? Первого слова. Минги, Тума. Тума это еще и начало, первое начало. Здесь скорее надо начало брать. Минги, Тумет, Деджани. То есть, что же до? Частицы Д. Да, вы помните, мы переводили как частицы или показатель, и падежный показатель, в данном случае частица. Что же до частицы D, которая значит тот? По смыслу иногда можно переводить как этот, но обычно это значит тот. Которая что? Минги туме, которая находится где? В начале слова или имени. Оно указывает, что оно выполняет две функции. Танебима таква, вот одно, и намтрам синджин, вот эти два. Что такое танебима таква? Тане – это у нас термин. Дема таква – это вот так и надо читать. Дема таква – это одна связка, одно словосочетание. Дема таква – это непосредственно предыдущий. Вот. То есть, если буквально перевести, Д – это тот, Ма – это частица отрицания, Такпа – это вот предшествует, где-то так, наверное, переводится. Дема такпа, то есть вот непосредственно предыдущий. То есть оно используется, первая функция, это танедема такпа, указывает на предыдущие, ссылается на предыдущее упоминание. То есть на предыдущий термин, так сказать. Сейчас я напишу пример, и все сразу станет понятно. Я сейчас посмотрю, как это перевел Тони Дав, чтобы нам всем было интересно же узнать, что же там написал. Ну вот он говорит, это непосредственно предшествующая конвенция или договоренность, или обусловленность и замещение accounting for something else, то есть замещение чего-либо еще. То есть, ну, в первом случае это просто D, это как указательное местоимение, тот. По большому счету больше ничего не делает. Давайте дальше посмотрим. Мы переведем все эти строчки, я сотру, и мы будем разбирать пример. То есть в первом случае это вот указание на непосредственное предыдущее упоминание. То есть тане можно перевести в данном случае как упоминание. Второе – намчам. Намчам это буквально, если перевести, то это перечисление. То есть он заменяется на что-то ли еще. Намчам щен это другой. Щенджен это ну, вот, обладающий другим. Намчам щенджен, то есть как бы как же это хорошо-то перевести? То есть отвечает за что-то другое. Намчам щенджен, то есть отвечающий за что-то другое. Сейчас я посмотрю, как вот в словаре у нас намчам переводят. Надо хороший выбрать какой-нибудь.
То есть на Амджам это может быть все что угодно, это может быть и число, это может быть и подразделение, это может быть и какая-то вещь, и категория, и класс. То есть в данном случае это будет у нас типа вещи. Какая-то вот вещь, item. То есть это то, что указывает на другую вещь. На Амджам день. Нинаджу, то есть используется в этих двух функциях. Сейчас я напишу, и все станет понятно. Буквально запишите сейчас дословный перевод, и мы с вами дальше по нему сейчас, по этим примерам пройдемся, и все станет понятно. Записали? Чен. Что такое? Щен, я же говорил. Щен это что это у нас? А чен? Обладающий. Обладающий. Щен чен тот, который обладает другим. Я стираю. Написали все? Это попросить прочитать все целиком. Сейчас мы почитаем еще предложение. И вот смотрите, здесь вот он дает два примера. Так, сейчас переведите это сами. Элементарное предложение. В принципе, мы могли бы перевести его даже без знания грамматики. Чин. Что он здесь пишет? Ну вот здесь он говорит не упоминание, а выражение. Непосредственно после прошедшего выражения, то есть не прежде, а после. А во втором случае он говорит, в других случаях перечисление, но он не прав здесь, конечно. Это никакое не перечисление. То есть в первом случае это можно перевести тот, который. Во втором случае вот это D, во второй функции, это будет значит тот или этот. Ну теперь давайте переводить. Первое слово у нас должно быть вот таким, смотрите. Галам. Щик это что это у нас? Что? Некий один какой-либо. Это вот у нас можно в английском этому соответствует в принципе неопределенный артикль. Вот это вместе. Щону. Ну и вот эти два слова отдельно. Что у нас получается? Можете перевести? Получается у нас перевести это? И я там пропустил, скорее всего, одно слово. Вот здесь должно быть «ду». Вот так.
Что же у нас получилось? Кто-нибудь начал переводить? Широкая дорога. Гялам это дорога, причем гялам, лам сама по себе дорога, гялам это обширная дорога, широкая дорога, большая дорога. Ми это что это у нас? То есть гялам ду это на широкой дороге, на шоссе каком-то или на тракте. Мичик ду, ду это то, что мы, помните, использовали, у нас было слово е, Да. быть, наличествовать. Это то же самое ду, то есть имеет то же самое значение, другой глагол ду. И в разговорном языке он используется по-другому, то есть он используется только для третьего лица. Но мы это будем разбирать позже. Сейчас для себя запомните, что вот этот ду у нас приравнивается в принципе как практически то же самое, что е. Естественно, без этого ду это сверху. Различия между этими глаголами мы будем проходить вот после того. То есть, что он здесь сказал? Первое предложение. Гялам, ду, мичик, ду. Гялам, ду, мичик, ду, значит, на тракте или на большом шоссе есть какой-то человек. Где он говорит? Смотрите. Который. Тот, который. И вот тот человек, Молодой. да, или на шоссе находится человек, который, дальше он что? Шуну. Он юн или молодой. Шунущего, буквально шунущего это значит юноша. Это некий юноша, видите, еще раз он щит. То есть это какой-то юноша, и дальше говорится де, опять на него указание. Де сугримо. Сугримо это буквально длинное тело. У тибетцев интересно, высокий ростом или высокий по росту человек называется именно так, сугримбо. Сугримбо, то есть длинный. У кого длинное тело, то есть это значит высокий. И му у нас что у нас в конце? Да, это дзокцик, это вот указывает на окончание предложения. То есть, что, и здесь вот на этом примере очень понятно, что, как переводится это «д». Кроме того, что это у нас указательное местоимение, оно еще может переводиться вот в таких вот фразах, оно может переводиться как «тот, который», указывая на предыдущего. То есть, вот на дороге есть человек, который, или он, здесь можно перевести и по-другому, он, но всегда обозначает предыдущее слово. Поэтому это «танег матаква», указывающий на непосредственно предшествующее. То есть вот это вот «д» указывает на непосредственно предшествующее упоминание или высказывание. Все понятно? Простите, там не пропущена частица в первом предложении. Гьялам ла мишик ду. Где на дороге? Мы с вами об этом говорили только что. Палочку видите? Под ней ду. Вы просто не услышали, пропустили. Я же специально написал. Вот он, гьялам ду. То есть где на дороге? Там местный падеж обязательно нужен. Да. А можете прочитать сверху? Гяланду мичикду. Де щоночего, де сугрину. Это понятно? Я надеюсь, понятно, потому что это старое. Ты смех зловещий звучал за этим. Еще более зловещий. Как говорят, понятно? Еще начинает смеяться. Ну что дальше? Дальше у нас... Бема, можно уточнить? Дословно это предложение перейдется как на широкой дороге есть некий человек, который... Он юный высок. Он идет... Ну то есть я еще раз говорю, не обязательно переводить это как тот, который. Можно перевести через он или она. В зависимости от контекста. Смысл тот, что он должен быть связан вот таким вот манером. То есть вот это «д» указывает на предыдущее. Вот это суп тела, это какое-то уважительное? Нет. Уважительное было бы... Ну давайте тогда я напишу сразу, что вы для себя запоминаете. Какое-то, что это такое? Тело. Помните, это уважительное тело. Вот так было бы уважительное тело. Но вообще суп, конечно, у них он
если мы берем на вот эту пару в сравнении сук и лю, сук это более уважительное. Лю, буквально если перевести, лю это оставаться. Лю это то, что остается после смерти. Когда мы уходим, когда мы умираем, лю это то, что остается после смерти. То есть это вот остаток. А сук это вообще любая форма, ну и в частности человеческое тело. Кусук это уже будет у нас уважительно. Теперь смотрите, у нас, помните, было? Значит, нужно будет писать. Напишу лучше. А, Что сук мы- может быть? Что? Ну, сук. Ну, сук. Нет, не может Нет, такого. может. Здесь теоретически могло бы быть, но так не бывает, потому что язык нелогичен. Просто так, нет такого выражения. Написали? Давайте я напишу еще один пример. Не так лучше. Наоборот, лучше так. Ничего странного не видите? Никто ничего не видит. Что после D там в третьей строке D? Вот, неужели никому это странно не показалось? Это Сангель. Это вот таким образом сокращение. Давайте еще одно сокращение. Пишите на и на, пишите я так. То есть это вот тоже одно из очень известных тибетских сокращений, их миллион. Ну, вот это одно из очень распространенных. А Сангель кто это? Будда. Давайте переведем. Как это переводится? Что вы сегодня долго пишете.
Как это переводится? Понимаешь, что на скале вот кто-то есть. Нет. Чакпук это скала или не скала? Вот Это эхо. Нет. Чакча это эхо. Чак это скала. А пук? Надо отдельно сказать. Нет, есть слово чаку такое вместе. У Ешки может не попадаться. Ну да, Ешки он немножко такой бедненький словарь. Все-таки он писался очень давно. Хотя вот Берер, например, в Ешке очень хвалит. Он говорит, что Ешки надо читать всем. Сомнительно. просто вот полезно сравнивать статьи, вот и все, в разных словах. Ну, в принципе, вот эти все статьи, они есть у Чандрадаса, и затем они есть все у Рериха. Рерих использовал и Ешки, и Чандрадаса, создавая свои слова. Но вот здесь вот Чапук это значит пещера. Чак это скала, Пук это пещера. Чапук это скалистая пещера. То есть это вот можно на русский перевести просто пещеру, не обязательно скалистый. Чапук это пещера, Чапугла в пещере. Хансак это кто это такой? Человек. Личность, это не человек, это личность. Собака это человек или не человек? Ну, конечно, не человек, и в то же время личность. Точно так же и с лошадью. Лошадь это не человек, но с точки зрения буддизма это личность. То есть это хансак, это пудгала. И что получится, как переводится первое предложение? Это личность пещеры. Да, вот в пещере есть некая личность. По-русски не смысл. И что там дальше? Де сангесо. И что, как это переводится? Второе Это предложение. Будда. Что? Ну, нет. Который Будда. Ну или он Будда. Ну или вот эта личность, она Будда. Если это личность, все-таки это женский род. Чалбуля консач ду де сангесо. То есть в пещере есть некая личность, это Будда. То есть имеется в виду, что личность, которая находится в пещере, Будда. И не имеется в виду, что это вот исторический Будда Шакьямуни, нет. Имеется в виду, что вот эта вот личность, которая находится в пещере, видимо, по всей видимости, достигла состояния Будды. Де сангесо. Давайте еще раз прочту. Чабуля консач до де сангесо. Все написали все? Понятно, как используется? Нет, либо понятно, либо непонятно. Понятно, да? Так, две функции мы рассмотрели в переходе. Ну да, дезюнкция и конъюнкция, я шучу. Две функции, да-да-да. Сейчас напишем вторую. Это все еще первая была функция. У меня такое ощущение, что вчера все отдыхали. Так хорошо отдыхали, в понедельник еле-еле живем, мы еле-еле дышим. Мандала она вообще расслабляет, когда вы Ну я заметил, что как-то все такие расслабленные. Удивительно, что вообще как-то дошли. Нам надо с вами перейти, надо какой-то организовать психологический какой-то курс небольшой. Тибетский язык как цель жизни, например. Как не так, вот надо Ну, можно срочно. уйти тогда от тибетского языка в другую сторону. Да, нам надо срочно поменять на установку. Где-то ответчик, это вторая функция. Какая у нас была вторая функция? Вторая функция говорила о том, что когда слово «де» просто заменяет нечто предыдущее. То есть я вам, например, говорил про что-то, про какой-то фильм, и теперь я говорю «де» это ответчик. Здесь, скорее всего, переводится таким образом. «Де» это тот, «та» это сейчас, «ты» это что это такое? Мы с вами проходили. Кто не помнит, смотрите. Смотрите, вы должны были выписать. Что у нас стоит в конце предложения? Глагол. Отлично. Значит, куда нам надо смотреть? Список глаголов, которые у кого-то есть, а у кого-то, наверное, и нет его. Ну же, я жду ваших откровений, жду ваших признаний. Ну, от некоторых я, видимо, дождусь только покаяния. В следующий раз.
следующий раз или в следующей жизни? Ну, Определенно, не в определенно. следующем сезоне. Окей, в следующем сезоне. Мы с вами как Санта-Барбара. Я тогда буду Сиси Кэмпбелл. Неугадающий Сиси Кэмпбелл. Который в поле там пробежал все серии. Да. Поэтому он и был неугадающий. Лежал в поле все. Я однажды слушала, кстати, это в переводе на украинский язык случайно попала. Ну это очень, это клево, это очень литературный, хороший язык. Смеха чуть не умерла. Ну да, нам просто непривычно, на самом деле там говорили очень серьезные вещи. Итак, что это значит? Что это за форма глагола? Боже мой, давайте уже. Повелительное наклонение. Отлично, повелительное наклонение. Чего? Есть положиться, есть сравнивать. Ни то, ни другое. Вы смотрите по словарю или по нашему списку глаголов? Словарем. Я требую, чтобы вы посмотрели по списку глаголов. А список глаголов нет? Кстати, это хорошая тема. У кого самый полный список глаголов? Хорошо, давайте посмотрим, у кого есть списки глаголов? Смотри. Хорошо, кто приходит на тибетский язык по доброй воле? Кого? Может быть, муж кого-то заставляет ходить на тибет? Иди уже, ветер уже, иди на тибетский язык. И бедный. Смотри. Смотри, тёчек это повелительное наклонение. Как это будет переводить? Привет, привет. Как это будет переводить? Нет, смотреть это инфинитив. Смотри. Смотри, отлично. Дельта тысяч. Все, конкуренция. Все, у нас даже кошки у нас ходят на тибетский язык. Да. Супер популярное. Так, ну что? Народ, ничего, это нормально, это хорошо, надо народ иногда отвлекаться. Детатыщик, то есть я показывал вам какое-то кино вчера или говорил, что оно есть, я говорю детатыщик, тыщик это смотри, та это сейчас, де это значит что? Посмотрите сейчас. Вот, посмотри этот фильм сейчас. Вот де указывает его и так далее, то есть в косвенном падеже местоимение этот или тот. Понятно? Давайте я напишу еще один пример. Здрасте. Мы ученика готовим на следующий. Да, мы будем рады. Мы начинаем. Начинайте, чтобы привыкал. Мы начинаем снова заниматься осенью. Приводите. Приносите. Как раз заговорите, начнем с алфавита. Так, ну что же, смотрите, где-то ответчик. Дальше второй пример точно такой же. Дема счетчик. Ма, что это у нас? По Фрейду. Мясо, что ли? Да, это мясо, говядина. Все в одном слове. Мясо, говядина, вкусное. Все это одним слогом. Есть такое. Так что такое ма? Женское. Тоже по Фрейду все. Женское, да. Женщина красивая, 4 размер. Дема, да. Что какие еще предположения? Женщины, ну давайте уже, давайте, какой еще может быть здесь смысл? Давайте уже все по Фрейду выдадим на гора. Это отрицание может быть? О боже мой! У нас есть кто-то, кто что-то помнит. Смотрит на черный экран. Слушайте, вы меня уже пугаете, потихонечку. Мясо, женщины, черный экран. Шман какой, куда я хожу? Так, сегодня мне сдадите все свои номера, я позвоню вашим родным, узнаю, почему они вас гонят на тибетский, что они там делают дома, когда вас нет. Так вот, дема счетчик, ма это отрицание, это повелительное наклонение здесь будет. Що это, что такое? Объяснять. Объяснять это что у нас? Императив. Не объяснять. Ма счетчик не говори, не объясняй. Де это что? Не Это, объясняет. неважно что. То есть я вот рассказал вам вчера какой-то большой секрет. И теперь сегодня я говорю, дема счетчик.
И говоря сегодня, я уже опоздал, вы, наверное, вчера уже всем рассказали, но все же я вот так вот протормозив, говорю, демо-счетчик, не рассказывай его. Щева имеет несколько значений, одно значение это объяснять, другое значение это говорить. Вот здесь вот скорее говорить, нежели объяснять. Демо-счетчик это не объяснять, то есть никому не рассказывай, не рассказывай. Понятно? Не будем. То есть, А ма, как описание, оно перед или после обычно ставится того, что оно отрицает? перед, мы уже говорили об этом. Да. Перед глаголом. То вдруг рассказывай не это. Что это такое? Призыв. Это не призыв, это повеление. Вы не путайте, у нас здесь не демократия. Это повеление, так что же оно значит? Это учить? Нет? Слава Богу, кто-то что-то понял. Я смотрю, у нас правый фланг сегодня как-то активнее. Джом, это мы писали с вами на прошлом занятии, это учить. Это повелительное наклонение. Де джомчик, это значит что? Учи. Неправильно, учи тибетский язык, это значит. Учи тибетский язык. Как только вы услышите глагол учить, сразу он у вас должен ассоциироваться с тибетским. Идете, слышите учить, сразу думайте тибетский. Слышите слово язык, сразу думайте тибетский. Видите мужа, думаете тибетский. Чего Саш так засмеялся? Видите мужа, думаете тибетский. Понятно? Дейджончик, то есть значит что? Учи это. То есть если я вам говорил на всех предыдущих занятиях в течение полугода учи тибетский, я теперь просто могу говорить, учи его, и вы сразу должны понимать, что. Дейджончик, учи что? Учи его. Понятно? Или изучай его. Я надеюсь, с этой функцией мы с вами разобрались. Можно перейти дальше уже? Да. Нет, еще один пример. Давайте переведем. Не знаем слов, быстренько ищем слова. Ну, какой-то человек. Ага, дом, человек, собака, да-да-да. Это так оно и есть. Ночь, улица, фонарь. Бумага. Так, слушайте, я буду принимать у вас, видимо, тетради еще и на каллиграфию, да. Что же вы пишете так, как будто ненавидите? Это уже попрыгну. Неудобно на высоте. А, на весы неудобно. В этом предложении есть зашифрованное имя собственное одного из наших изучающих тибетский язык. Тот, который. Давайте выясним, кто это. Сергей. И узнаем заодно, какую религию он исповедует. Написали? Где же
все остальные? Где эти стройные ряды изучающих тибетский язык? Куда все делись? Может, все в Крым уже поехали? Ты про кого? Ну, сегодня аншлаг все же по сравнению с последним. Да, с последними днями прям сегодня. Так что у нас написано? Хамба это что это? Дом. Аллах В доме. В доме. в доме. Некий человек. Некий человек есть. Дальше. Это Сергей. Это Сергей. Сергей, да. Yes, это Сергей. В доме есть некий человек. Это Сергей. А, Ой, извините, неправильно написано. Что дальше? Исправили это. Цур. Сура это как переводится? Он около. Нет, почему около? Сейчас я забрала, а где-то не было. Ну, нет, это не бывает такой перевод. Как это? Вот. So nearby, here. Вот это значение, here. Здесь, а еще другое слово может быть сюда. Децур, сюда. А дальше? Приходи. А нет, Его сюда приходи. Нет. Нет, там. Есть такие переходные глаголы, есть непереходные глаголы. Приходи, он, по-моему, не транзитивный он был у нас, кажется, последние лет 200. Что у нас в словаре там? Там идет было. Вот. Его сюда веди. Вот. Вот, значит, сидит у нас Сережа дома. Где-то какой-то человек сидит в доме. Хамбала мечду. Де Сергей? Это Сергей. Де Цукчиш. Веди его сюда. Куда сюда? Тибетский. На тибетский. А можно еще раз произнести? Смотрите. Хамбала мечду. Де Сергей. Де Цукчич. Вот так вот Сергей очень часто тибетцы записывают Сергею. Вообще все, когда приезжают в Россию. Сэр это золото, гей это увеличиваться. Сергей, ну это как бы золото увеличение. ух ты. Все? Короче, вы прирост в золотом эквиваленте или интерес в золотом эквиваленте. Так, с этим мы разделались. Вы запомните это, я надеюсь? Или не запомним? Да мы это посмотрим еще раз. 20. И сегодня мы разберем еще 4 строчки, и на этом сегодня закончим. Ну вот последнее предложение, здесь частица D использовалась, то есть В обеих функциях. в обеих функциях. Да. Не очень понятно все-таки принципиальная разница между первой и второй. Это не важно. Смысл понятен? Указывает на то, о чем говорилось ранее. Это первое значение. А второе... То же самое, но только переводится другим словом. Он, она, его и так далее. Понял. Да, это, ну, дело в том, что это все-таки разные языки, не всегда сильно похожи так. То есть по-русски, в принципе, разные все-таки слова чуть-чуть, но смысл разделить как-то не очень ясно можно, может быть, местами, но это не важно сейчас. Боже мой, нет, если мы не закончим это нереально вообще просто. Так много всего. Давайте до утра задержим. Ой, я не могу, у меня завтра дела. Но вы можете остаться.
Поучить немножко. Да. Извините за почерк в нижней строке, но же совершенно просто невозможно. Если есть вопросы, как читается, задавайте, потому что один хитрый Александр списывает с текста, который, наверное, с ошибками. Не, ну по тебе там с ошибкой, что ли? Да, у нас был прецедент, когда там было неправильно. Это вопросительные слова. Во всем их многообразии. Поздравляю вас, у нас сегодня 20-е занятие. Юбилей. Юбилей. Праздновать будем. Да, конечно. Как называется? О, мы привезли сегодня профитруйки. Хорошо, назвал. Молодец. А как называется? Как пусть не называется? Написали? Как вы медленно пишете, медленно и некрасиво. Сижу хорошо. Как вы много говорите. Ну, добавьте смерть и здоровье. Да нет, почему? Смех ты как раз. Все, я объясняю. Смотрите, давайте будем переводить каждое слово. Либо выписывайте, либо пишите стрелочку. Внимательно сейчас, потому что слов очень много, запутаемся. Первая строка пошла. В первой строке у нас дается название этих, он сказал бы частицы, на самом деле это частицы, это уже вопросительные слова. Но вот да, вот это вот, у нас переводили, помните как, показатель падежный, переводили как частицу, это может быть и слово, и звук, и все что угодно. Да, в данном случае, наверное, можно перевести как слово. Чи это общее, чида это общее слово. То есть это либо вопросительные слова, либо относительные местоимения. В разных случаях они переводятся, то есть они по-разному будут работать у нас. То есть это общие слова по-тибетски. Чида. То есть либо вопросительные местоимения или вопросительные слова, либо это относительные местоимения. Хорошо? Чи, первое, смотрите. Что? У этого чи есть другой вариант. Джи. Чем они отличаются? Переводом. Переводом они отличаются. Это вариант. Написание. Написанием и в произношении. Скорее всего, это алломорфы, то есть это варианты одной и той же морфемы. То есть это вот чи, один и тот же корень, но в разных местах он пишется по-разному, он произносится по-разному. Чи это что? И первое, и второе, значит, что? Второе су, как я уже вам говорил. У су одно из значений какое это у нас? Земля. Нет, саземля. Саземля. Су это кто? Су это один из ладенов. Помните, что такое ладены? Так вот это один из ладенов, но в данном случае это кто? Кант.
Это и кто, и который. То есть, если это кто, это вопросительное слово, если который, это будет у нас относительное местоимение. И вот эти вот 5 слов, они соединяются, теперь посмотрите, они соединяются, смотрите сюда, сейчас запутаемся со всеми этими частицами. В 2 строчках объясняется первая и вторая частица, с какими другими частицами они соединяются. И здесь смотрите, в конце у нас что написано? Ла-чи. То есть что это значит? Это значит, что с 1, 2, 3, 4, 5 этими частицами у нас пишется чи. Образовывая что? Образовывая новые слова. Зачем это все это пишет? По всей видимости, в архаичном тибетском языке эти вот чи и джи, они заменялись друг друга в каком-то контексте, но довольно свободно. И поэтому могло писаться и джишик, и чишик. Понимаете? И вот он здесь сейчас нам дает правило, орфографическое правило, чтобы мы писали правильно. Чтобы мы не писали джишик, а писали чишик. Понимаете? То есть для него это было актуально, для нас по большому счету нет, потому что мы любое из этих слов можем найти в словаре. То есть для нас это как бы не проблема. Но, видимо, для того периода тибетского языка это было проблематично. Надо было знать, как писать. То есть какое слово, какое из этих вопросительных слов, первое или второе, должно было писаться в каком месте, с какой частицей. И теперь все эти, присоединяя вот это к остальным частицам, у нас получаются разные значения. И сейчас мы с вами будем их разбирать. Вам надо будет их выписывать отдельно, и мы будем записывать значения в каждом случае. Хорошо? Щик это что значит? Любой который, любой некий. Помните? Чичик. Чичик имеет нереальное количество значений, но пока выпишите, все мы их записать не сможем, но запишем просто несколько хотя бы по одному на каждое. Чичик это значит какой? Они как пишут? У меня проблема. Если я сейчас сотру нижние предложения, мне придется их писать заново. А что, чи, щи? Да, через точку. Через точку. Или раздельно? Нет, ребят, минуточку. Это шутка. Так, я стираю, смотрите. Не надо. Ну, сейчас. Я уже слушаю. Да можно самому рисунку писать. Ну, не видно будет. У нас доска не переворачивается. Можно не писать, мы же чи прибавляем. Нет, я лучше напишу, а то я вижу уже недоумение в глазах. Сейчас мы лучше напишем. Написали все? Вот, ребята, хорошо. Все. Боитесь, чего он там выражает? Эмоции. Ваши. Вы его заплатили, что ли? Это была акция такая? Это люди специально пришли? Может, они там мучают ребенка? Видать, вы сильно страдаете. Ну что же, поехали. Давай дальше. Я напишу предложение, чтобы было понятно. Ты куда ж? Все, у нас здесь осталось чуть-чуть совсем. Все поняли, что такое? Да. Есть. То есть, ди это что это? Это. Чищик, вот то, что мы написали сейчас. В данном случае это имеет значение что? Ди чищик, что это такое? Также это может иметь значение какой? Правильно. А это разговорный или тоже письменный? Письменный. Мы сейчас занимаемся только письменным языком. Но у него примеры иногда, да, разговорные. Но вот это вот, чищик, это в Центральном Тибете это практически всегда письменный. В Восточном Тибете иногда может быть разговорным, они используются.
Чичик, то есть, что это такое? Еще чичик, я уже говорил, можно знать какой. Значит, какой, но вот здесь пока нет этого, нет такого значения. Он не написал. Сейчас. Смотрите, что это значит? Это что это такое? Первое. Вы. Вы. Ты. Ты. Это ты, это не вы, это ты. Кемена. Ме это что это у вас? Отсутствие. Она. Мы писали с вами, это не ладен в данном случае, это если. Кемена. Как переведется? Если тебя нет, Если тебя нет, нора, что это такое? Смотрите словаре, нор, что такое? Ошибка. Нет, другое значение. Wealth, Благополучие. богатство. Health – это здоровье. Wealth – это богатство. Норги, чем? Богатством. Чичик ча. Ча, что это такое? Делать, называться. Делать называться. В данном случае это делать. Какое время? Будущее. Чичик – это что? Если тебя нет, что мне делать с богатством? То есть, на что, по что мне, зачем мне богатство, если тебя нет? То есть, вот это чичик ча. Вот этот оборот, он встречается очень часто в тибетских текстах. Чичик ча будет значить, зачем же он нужен, то есть, зачем, что с ним делать. Понимаете? То есть, если там что-то, то-то, то чичик ча. То есть, зачем оно нужно? То есть, если например, если у тебя нет знаний, то зачем тебе книги? Если ты не знаешь тибетский язык, то зачем тебе книги на тибетском языке? Если ты не знаешь тибетский язык, то что ты будешь делать со своей жизнью? Зачем тебе жизнь? Понятно. То есть, понимаете? Если ты не изучаешь тибетский язык, то зачем тебе мозг? Вы понимаете? То есть вот это вот чичик-ча, что ты будешь с этим делать? То есть зачем это тебе? Да, и так далее. Понимаете? Я надеюсь, вы уловили. Очень прозрачно. Чичик понятно. То есть два значения, три значения у нас получилось. Есть еще чичик, который... Я сейчас напишу такой коротенький примерчик. Переводите, должны это перевести в лед. Давайте не будем писать, сперва переведем. Должно быть вообще все прозрачно. Что это значит?
И все равно пишут упорно. Нет, переводите сперва. Потом запишешь. Что это значит? Что? Гомпа? Да, а где там гомпа? Во-первых, что такое гомпа? Откуда у нас гомпа? Оттуда же, откуда у нас Геши Тормы? Я вам напишу стихотворение как-нибудь. В гомпе Геши лепит тормы, вихри снежные крутя. Если уж писать, то гомпает, во-первых. Во-вторых, пишется не так. Что это у нас? Мы с вами мы писали это. Я еще объяснял, что там нет смягчения. Что О в этом случае не смягчается. Не гопа это, а гопа. Да. Необходимость, Необходимость, нужда. которая есть. Вы на каком языке сейчас стоите? Перевод еще как работа бизнес. Сленг. Не. Гопа это не про работу бизнес, это на самом деле необходимость. Чищики. Переводите, как это переводится. Чищик какая? Какой какая? Вот я написал третье значение. Какой какая? То есть первое у нас было что? Первое значение было что? Второе я говорил какой какая. И третье это вот чищик ча. Зачем? Что с этим делать? Вот это вот какой какая. Гопа чищики. Как это переводится? Какая необходимость? Зачем это нужно? То есть какая необходимость? Гопа чищики. То есть какая необходимость? Это вопрос, вопросительный. Конечно, это вопрос. Зачем надо учить тибетский? Гопа чищики. Потому что это самое важное дело в нашей жизни. Учить тибетский. Так, написали? Вы же говорили не писать. Так, Сергей. На следующее занятие с родителями. Пишите теперь, пишите. В предыдущем предложении слово богатство было ворона, писал не пишу. Да. То есть оно Норги чищикча. Чем? Что делать богатством? То есть оно как инструмент. Да, как инструмент. То есть норги чищикча буквально перевести, если будет, что ты будешь делать с богатством? Что ты будешь им делать, если нет вот если тибетского не знаешь? Зачем тебе богатство? Запись в дневнике, на уроке возражал, Вот, да. Так ничего, я читал где-то в дневнике, о нем не буду говорить вам. Это опасно. Обойдусь без примеров. Дальше какая у нас будет частица? Посмотрите, из того, что мы написали, что у нас получается дальше? Чите. О, боже мой, неужели мы умеем читать? Чите переводится «если». Одно из значений «если». Второе значение иногда переводится «почему, зачем». Ну, от чего можно перевести? И вот здесь какой, например, написал? Какой-нибудь не очень хороший, наверное. Ну, конечно. Давайте напишем другой лучше. Почему чите? Там во вторых строке. Прикрепленным к данном случае к этим частям. Чик. Ну, это вообще отвратительно.
Ну вот смотрите, он пишет такой пример. Вот это совершенно разговорный язык. Точнее, первая часть у него как в письменном, а вот вторая часть этого предложения просто... Ну что, написали? Сереж, хоть тетрадку принес. Посидел, пописал. Ну как? У меня очки передали, очки... А, не видишь, да? Как? Я не читаю туда. Ну, в следующий раз, 10 сентября уже... Ну, 10 сентября готовы все. Поправь зрение к 10. Что ж, вы писали? Все, перевожу. Но я вспоминаю вот это, потому что... Нет, ты очень полезно сидишь. Ма, это что это у нас? Ну, кроме того, что это мясо и женщина, что это у нас, ма? Нет. Отрицание. Хорошо. А на это что это такое? Если когда. В данном случае это если точно. То есть на иногда может значение иметь когда, иногда может иметь значение если. В данном случае это точно если. И 4 как у нас переводится первое значение? Если. Переводите первую часть. Ловджом переводится вместе, состоит из двух глаголов, которые мы с вами и писали, и знаем. Учить. В данном случае это существует существительное. Ловджом это учеба. Ловджом мачена. Если не делать. Учебу, то есть если не учить. Че это какой глагол? Перед нами у нас стоит че. Какой это глагол? Делать какая форма? Купим дневники, 10 сентября купим дневники, жирные будут ставить колы просто всем. Такие на пол страницы. Смотрите, мы же не второй кол был бы сейчас. Мы же с вами выписывали специально их в словари. Мы же зачем мы, собственно, выписываем словари? Зачем я говорил вам завести словари, которые вы не завели до сих пор? Значит, будущее. Давайте продолжать, будем тыкать пальцем в небо. Давайте продолжим эту добрую российскую традицию нашего российского правительства. Будем тыкать в небо. Так, ну если не прошедшее, если что вы там сказали, не настоящее, то прошедшее. Но у нас вариантов немного, когда-нибудь попадем. Слава богу, это не российский бюджет, давайте. Не настоящее, не будущее. Что там у нас еще осталось? Но в прошедшем там с двух сторон должны стоять. Здесь корень, ба.
Здесь вот начало корневой ба, то есть ба это ча, там не может быть ба перед ним. Значит, какое это время у нас? Я хоть бы один глянул вот в эти таблички ваши. Что-нибудь пишете? Что вы там пишете вообще? Мне интересно. 20-й урок же уже, боже ж мой. Вот если бы мы были в Советском Союзе, я бы начал говорить про то, как Павка Корчагин в 16 лет. Я все закончила с 30 года. Вы меня убиваете просто. И все-таки это прошедшее. Это прошедшее. Ну, конечно, там, в принципе, оставалось два варианта. Либо повелительное, либо прошедшее. Мы же писали с вами этот глагол. Он есть в таблице, он есть и у Таши. Почему мы не смотрим там? Выписывайте, пожалуйста, заучивайте. Этот глагол, он используется очень часто. Мы его использовали уже 2 миллиона раз. Но вы не помните ни черта. 4 учим мачина. Если мы не будем учиться, То после что-то с нами случилось. то джесу тепа это надо перевести вместе. Джесу тепа это отставать. И не только в учебе. Йом это показатель будущего времени. Это вот разговорный. Отстанете вы. И никуда уже не попадете. Потому что, как я уже говорил, прежде нет смысла в жизни без тибетского языка. Йом это будет здесь, вот это буквально приходить, но это указывает на будущее время. Теб йом это значит, если ты не будешь учиться, то отстанешь в учебе. То есть тот джесу теб йом. Джесу это после тепа. Значение это пачкать, значение тепа попадать и так далее. В данном случае это вот джесу тепа, это значит буквально вместе надо переводить. Джесу тепа это значит отставать. И вот здесь вот 4 это первое значение, если. Понятно? Смотрите, у нас получается такая рамочная конструкция. 4 и что у нас еще? На. Да. Вот здесь вот у нас первая часть предложения заканчивается. Если на, то. Если к следующему уроку тибетскому на, вы не придете без таблички на, то я куплю бейсбольную биту, например. Ну, надо учить, потому что у нас это, мы потратили 20 занятий, умножим на 20, 40 часов нашей жизни. Я надеюсь, что из этого будет какой-то результат. Опыт уже знаю. Это всегда- это будет Я получаться чувствую, такая вы форма себя продолжения, где вначале чи, а заканчивается всегда на. Нет, если у нас чите, и Чите, иногда это чите заканчивается на. Не всегда, но Всегда. большей частью это такая рамочная конструкция. Чите на. Можно просто целиком без остановок прочитать, как это есть. Чите роджо мачена, джесу тебьем. Написали? Все, стирали. И получается, здесь можно на как то, ну как то, что предвещает следствие. Нет, это рамочная конструкция. И чите и на имеют одно и то же значение. То есть это просто не имеет на, здесь в данном случае отдельного значения не имеет. А еще вот вопрос по этому предложению. Как правильно перевести? Если я не буду учиться, отстану. Если ты не будешь учиться, отстанешь. Если они не будут учиться, они оценят мы по распоряжению, что ли? Ну, конкретно, как, да, если не будем учиться, отстанем, или если не будешь учиться, отстанешь. Нет, все как контекста. Тибетский глагол не выражает ни лица, ни числа. Мгм. То есть в Всё, русском контекст языке это понятен. русский флективный язык. Здесь понятно. То есть одной формой глагола у этих глаголов то есть есть аффиксы, которые полисемичны. То есть они несут несколько значений. Хотим мы того или нет, когда я говорю «она ушла», я могу не говорить «она». Здесь понятно, что «ушла» — это уже женский род. «Ушла» — она одна. Это уже одно, то есть единственное число. В тибетском так нет. Здесь вот это «читый лоджо мачина» это могло быть и про толпу целую. Если вот те товарищи, которые находятся в соседней комнате, не будут изучать, они будут учиться, то они отстанут. Или мы с вами, если будем учиться, то мы отстанем. Или ты не будешь учиться, ты отстанешь. То есть здесь у нас без Одно предложение. да, без местоимений невозможно Я понять. не понимаю. Контекстуально. Ну и второе значение, смотрите. Ой, я на этом закончу, наверное. Сегодня мы остановимся здесь. Что-то я
печали с вами здесь. Какое у нас второе значение у этого Т было, ЧТ? Чего, почему, зачем? Да, ну вот переведите тогда сами. Конечно, это не очень честно. Но жизнь вообще не честная. Без подсказки, наверное, трудно будет привести. Чава указывает на объект действия. Вот это вот будущее время глагола указывает на объект действия, который выражается вот этим глаголом. И вот эта вот связка. То есть это то, что должно быть сделано, то, по отношению к чему должно быть произведено действие. Это очень сложное предложение, без меня вы, наверное, не переведете, так что, видимо, придется вместе переводить. Написали? Курва как переводится? Уважать. Курварчава – это то, по отношению к кому необходимо проявлять уважение. То есть курварчава – объект уважения, объект почтения. То есть по-другому, по-русски это было бы почитаемое, то, что надо почитать. Ни что это у нас? Отделяет тему. То есть курварчава ни. Пама и инги. Пама это кто? Родители. Ги в данном случае это какой падеж у нас? Родители. Это амоним. Это не родительный падеж. Эти частицы родительного падежа здесь используются как противительный союз. Инги. А не. То есть курварчава ни. Пама и инги. Объектом почитания являются родители, а не что? Пу-чити. Пу это сын. Это даже не дети, это сын. Чите, почему ин? А чего же сын? То есть, а не сын. Вот по-русски так не скажешь. По-русски мы перевели, а не сын просто. Здесь вот пу чите ин переводится как от чего же сын? То есть, объектом почитания должны быть родители, от чего же сын? То есть, почему же сын должен быть? Почему сын? То есть, вот так вот должно перевестись. Вот на нормальный такой полугопнический язык это нормально перевелось бы. Родителей надо уважать. Че сын-то? Сын-то че? Ну вот где-то так. То есть вот приблизительно мы тогда понимаем смысл здесь. Чите это будет, ну от чего же? Почему же сын-то должен быть объектом почитания, если объект почитания родителей? Понятно вот второе значение чите? Ну, таким вот образом, с 10 сентября мы с вами доразберем все остальные частицы. Грамматика уже практически вся закончена. Сейчас мы уже перешли, по большому счету, даже не к грамматике, это лексика. Это вот другой пласт, о котором он сейчас говорит. И он будет говорить, конечно, о грамматике, в смысле, что какие частицы, где, как ставятся. В остальном, всю основную часть грамматики мы с вами разобрали. Я прошу вас, читайте Васильева, читайте Рериха, Парфеновича, читайте, что хотите по тибетской грамматике. Я позже выброшу в сеть текстики. Я выброшу пару текстиков. Боже мой, я выброшу текстики с разбитыми словами. Вам даже не надо будет их искать в словаре, боже мой. Вам надо будет их хотя бы читать. Хотя бы за лето не забудьте, как это пишет и читается, боже мой. Пишите так же отвратительно, как пишете сейчас. Но хотя бы пишите.
чтобы мы не учили потом летом, как заново писать. На этом сейчас у нас официальная часть закончена, мы сейчас помолимся по-быстрому, либо мы молимся и пойдем купить чай, а потом все свободны. Пожалуйста, вы просите просто произнести это слово. Курлартявани, хамаинги, здесь гибло, стер уже. Хамаинги, фучитин. Фучитин. А вот эти виды все-таки был не водительный падеж, или это функция? Это вот это интересный момент. Скорее всего, я полагаю, что ну это вообще вы знаете, да, это очень сложная проблема. То есть должны ли мы считать, что это те же самые частицы родительного падежа, только в изменяющий другой смысл? Если это частицы родительного падежа, которые имеют другой смысл, являются ли они частицами родительного падежа? Не является ли это какими-то амонимами, то есть другими словами, которые пишутся и произносятся так же, но имеющие совершенно другой смысл? То есть вот это вот им может использоваться как частицы, Да. потерителя. А еще какие-то частицы можно отказать. Будем проходить, но сейчас мы всего не отъемлем. Я выброшу в сеть, есть глава одна из Сакя-Лише, то есть вот то, о чем мы говорили, в разборе нашего преподавателя, то есть там разбито все по частям. Почитайте, пожалуйста, летом почитайте что-нибудь, и читайте Васильева хотя бы, или Рерика, или Парфеновича, а лучше все вместе. Лучше все вместе. И жду вас и всех остальных. Звоните знакомым. 10 сентября у нас снова сбор. Мы будем заниматься этой бесполезной деятельностью дальше. Извините. Тони товарим боче, матована тогёже, тованя бамевая, гоне гондо певаш. Канера горбе шинкасо, тенданде мамалю чумен, черези маты зегяцу, шапеси дурбады. Жабе бабо читар кемата, кундузамбоде антишинде, деда кунгичесу далоч, гевадида танжератумо, тусушеба гева танжеги, омовагана чотумавади. Наги геве цавади кунгя, самбо чоче, рауту, мовореги.